Все ждут, не дождутся, когда наконец-то будем отапливать наши квартиры нашим дорогим интинским угольком. Он очень теплый, дорогим для сердца. Он очень теплый, и, конечно, мы его очень ждем. Открытие новой лавы в горняцком деле – это всегда мега-событие. Предприятие получает новую жизнь, шахтеры – работу, город – социальную стабильность. 843-ю разрабатывали уже давно, не хватало денег на оснащение. После миллиардной с лишним матпомощи от правительства России средства появились. И сразу включилась лава. Предварительные запасы – 1 350 000 тонн. Это примерно 120-150 тысяч в самый ударный месяц. Интинская синклиналь здесь представлена 11 пластами. Это свита верхняя, свита с 11 по 7 и нижняя подсвита с 6 по 1 пласт. Значит, мощность пластов колеблется от 3,5 метров до 0,8 метров. Это 6-й пласт, он за балансовые запасы, потому что они целесообразны к отработке, то есть по своим малой мощности. Значит, в самой нижней точке, это по 8-му пласту, то есть в отработке сейчас находится 3 пласта, 11-й, 10-й и 8-й. Вот в самой нижней точке по 8-му пласту сооружен водосборник. 140 метров в глубину, 750 по диагонали. Общая протяженность 1300 метров. Специальный очистной комплекс с дробилкой и лавный конвейер. На предыдущих участках, или как еще называют шахтеры, полях, месячной нормой считалось 250 000 тонн. Отмашка, наверное, дана. Комиссия оценила готовность объекта 100%. Есть небольшие мелкие замечания, но они не влияют на дальнейшую работу, и они в рабочем порядке в ближайшие 2-3 дня будут устранены. И апрель – это уже рабочий, нормальный, ударный месяц. Мы сегодня увидели, комбайн работает, орошение есть, скребки и все установлены. Все работает прекрасно. Первый же кусок угля из новой лавы сразу стал местной корпоративной реликвией. Его передавали из рук в руки, с ним фотографировались, не боясь запачкаться. Кризис в приполярном городе, похоже, преодолели. Работа у местных шахтеров непочатый край. Говорят, как минимум на год. Максим Васильев, Наталья Думих, Александр Кулясов, телеканал Юрган, Инта.